Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Этот наш выпуск необычен, и он посвящен всего лишь одной теме – борьбе с коронавирусом. Наша страна и весь мир сегодня сконцентрирован лишь на одном деле – на борьбе с этой напастью. Мы благодарны всей той армии врачей и докторов, которые сегодня заботятся о нашем здоровье. Нам не важна ваша национальная идентичность, ваша религия, пол и политические убеждения. Все вы занимаетесь важным для нашего человечества делом. Спасибо вам. Отрадно, что среди всех тех борцов, которые спасают наш мир, есть и наши соплеменники. Семья новосибирских татар-ученых Максютовых сегодня в прямом смысле слова находится на передовой в борьбе с коронавирусом. 38-летний Ринат Максютов возглавляет научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» в Новосибирске. Пост руководителя он занял в 2016 году. До этого он был заведующим лабораторией и занимался проблемами вируса натуральной оспы. Молодой ученый, автор и соавтор 70 научных работ, в том числе 10 патентов в России. Также до своего назначения Ринат Максютов трудился заместителем директора «Вектор» по научной работе. Чем же важен на сегодня этот центр «Вектор»? Дело в том, что на 24 марта в России зарегистрировано всего лишь 4 теста на выявление коронавируса. 2 из них – это разработки научного центра «Вектор». Еще один тест был разработан структурой Министерства здравоохранения России. И 4-й тест – это результаты частной компании. Сегодня Россия остро нуждается в тестах на коронавирус. Чтобы вы понимали масштабы, 25 марта в России было проведено 4400 тестов. В то же время как 26 марта, то есть на следующий день, было проведено уже более 26 тысяч тестов. Научный центр Максютова ежедневно производит около 100 тысяч тестов, а их неснижаемый запас в самом центре около 700 тысяч тестов. Сейчас Ринат Максютов, его подчиненные, сотрудники, ученые и исследователи центра находятся под колоссальной нагрузкой. Они работают в авральном режиме. До 20 марта по всей России все тестирование на коронавирус проводили только сотрудники центра «Вектор». Сейчас, конечно же, реализуются схемы, когда другие диагностические центры России могут воспользоваться наработками и технологиями центра «Вектор». Ответственность, которая лежит на сотрудниках «Вектор», была определена также и мировым сообществом. Как только в мире стали появляться первые сведения о коронавирусе, Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения определило научный центр как референс-лабораторию для всей Европы. На самом деле таких лабораторий в Европе всего лишь 6. Они есть в Германии, в Нидерландах, во Франции и Великобритании. 6-я лаборатория находится в России. Статус референс-лаборатории для научного центра «Вектор» – это значит возможность давать текущие рекомендации для Всемирной организации здравоохранения. Именно в эти референс-лаборатории те страны, где нету таких лабораторий, направляют свои пробы на тестирование коронавируса. Теперь вы понимаете, чем занимается Ринат Максютов. Стоит отметить, что налаженная работа научного центра, бесперебойное протекание рабочих процессов, соблюдение регламентов и стандартов безопасности – это достижение руководства Ринатом Максютовым. До него научный центр «Вектор» не слабо лихорадил от низкопрофессиональных управленцев. С 2010 по 2016 год научный центр сменил аж 4 директоров. Некоторые из них даже обвинялись в финансовых махинациях и в допущении неблагоприятной атмосферы в рабочем коллективе. С разрешением всех этих организационных и управленческих проблем Ринат Максютов справился. Но предприятие продолжает работать в условиях сурово ограниченных ресурсов. Например, в разделе «Вакансии» на сайте научного центра «Вектор»
вы можете ознакомиться, в каких специалистах нуждается предприятие. Увы, но обещанная зарплата для специалистов, которые сегодня как бы занимаются спасением мира и нашей страны, оставляет желать лучшего. Их денежное месячное довольствие колеблется от 14 до 30 и чуть более тысяч рублей. А теперь вспомните многомиллионные зарплаты и гонорары футболистов, хоккеистов, представителей шоу-бизнеса. Вспомните миллиарды олигархов. Сегодня все они сидят дома на карантине и ждут, когда ученые в Новосибирске, которые получают зарплату в 14-30 тысяч рублей в месяц, изобретут вакцину и победят коронавирус. Вы теперь понимаете, кто на самом деле нужен и важен человечеству? К сожалению, личной информации о Ринате Максютове в открытых источниках на сегодня мало. Но нам известно о его отце Амире Максютове. Именно отец Амир Максютов и привил Ринату любовь к науке. Амир Закиевич Максютов – математик, и он также работает в научном центре «Вектор». Вообще, семья Максютовых внесла огромный вклад в работу и развитие научного центра «Вектор». Амир Закиевич Максютов пришел на предприятие «Вектор» в 1976 году, и он занимался математическим моделированием противовирусного иммунитета. Он также участвовал в разработке вакцины от ВИЧ и противогриппозных вакцин. Амир Закиевич участвовал в разработке терапевтической вакцины, способной бороться с раком молочной железы. Нам известно, что отец уделяет особое внимание воспитанию и развитию подрастающего поколения. Неудивительно, почему его сын Ринат обучился науке, остался ей верен и продолжает свою нелегкую миссию. Амир Закиевич в Новосибирске известен также как многолетний тренер-шахматист, который вырастил не одно поколение гроссмейстеров. Он просто популяризировал среди детей игру в шахматы. Отец и сын Максютовы – это поучительный пример для татарского народа. Отец и сын посвятили себя благородному, созидательному делу. Отец воспитал достойного сына, и сын с уважением продолжает оправдывать надежды своего отца. Берегите себя и своих близких. Сидите дома.